Хош келдіңіз, қайырлы ақшамлар на АТР «Мыз-мызлар», как всегда, в среду вечером. И в студии меня Джипар. И Усман Пашаев. А наш сегодняшний гость, ну это вот что уникальный гость, которого мы ждали почти целый год, это профессор Далласского университета, Техасского университета в Далласе, доктор физико-математических наук Али Алиев. Хош келдіңіз, Али. И создатель главного изобретения. Да, вот почему мы ждали. Плащ-невидимка. Да. Как возникла идея создать подобное изобретение? Ткань-невидимка. Это можно как по Гарри Поттеру. Плащ Да, и ткань-невидимка. шапка-невидимка. Да. Идея пришла, когда я изучал теплофизические свойства пленки, которые можем делать только мы в университете Техаса в Далласе. Мы изобрели в 2005 году такую тончайшую пленочку из углеродных нанотрубок. Эта пленка абсолютно прозрачна, и я изучал тепловые свойства на предмет фононного спектра, на предмет создания различных устройств и вообще физики низкоразмерных структур. И я обнаружил, что пленка имеет настолько малую тепловую инерцию, что может мгновенно, в микросекунды поднимать температуру до 1000 градусов. И тогда я подумал, что если можно в микросекунды создать такой градиент температуры от 1000 до температуры комнаты на такой тончайшей пленочке, то значит можно изменить и коэффициент преломления среды, а значит можно манипулировать светом. То есть это есть эффект миража, так называемый, да? Это эффект миража, который люди знают вот, на дорогах, такие лужицы воды как будто видные. Но на дороге градиент температуры это всего 20-30 градусов, и он неуправляемый. Угу. Вот эти углеродные нанотрубки, это они, вот, вы их выращиваете, да? То есть это вытягиваются они в жгуты потом? Да. То есть Углеродные нанотрубки – это тончайшие диаметром 1-2 нанометра углеродная структура, которая свернута в трубку. То есть если рассматривать, к примеру, один слой атомов графина, сейчас это мы называем графин, то есть одноатомную структуру графита, и ее свернуть в трубочку диаметром 1 нанометр всего, то это получится углеродная нанотрубка. И вот мы умеем... толщину в молекулу само, да? В атом углерода. Или структурно да, графита. расстояние между атомами углерода примерно 1 ангстрем. То есть на диаметре помещается 10-15 атомов всего. И вот эта нанотрубка длиной до миллиметров, толщиной всего 10 нанометров. Это волокна, из которых эта пленочка Давайте мы состоит, режиссеров да? попросим показать, как это выглядит, эффект исчезновения. Вы нам будете показывать на этой картинке. Вот пленочка серенькая впереди, на нее подается ток, и объект сзади исчезает. Просто свет отклоняется от этой пленки, в данном случае в левую сторону. То есть таким образом можно не просто манипулировать, а скрывать некоторые объекты. Этот объект сзади, это просто текст был написан Invisibility Clocking, который за этим стеклянным сосудом был размещен. То есть таким образом можно любые объекты прятать каким-то образом. Но это пока еще небольшого размера структура получается. Да, значит размер пленки здесь 5 на 7 сантиметров. Я просто взял малый образец, чтобы это вот этой чашки, так называемая чашка Петри, называется стеклянный сосуд, чтобы в ней продемонстрировать в воде. Почему в воде коэффициент преломления воды значительно больше, чем в воздухе? В воздухе нужно было бы такую пленку размерами до 1 метра. Тогда можно было увидеть такой же мираж-эффект. Для чего это изобретение было бы полезным, предположим? Да, зачем оно американцам? Да. Это военные технологии какие-то? Разведка американская. Да, в голову первым делом приходит, что прятаться каким-то образом, От русской проникать разведки, куда-то, например. да, проникать. На самом деле масса других интересных приложений, и то, чем я занимался в этой работе, я опубликовал как мираж-эффект, это так называемая система отклонения лазерного излучения. То есть лазерный луч, который распространяется рядом с этой пленочкой, он отклоняется, и частота этого отклонения может быть очень высокая, и угол значительно больше, чем на сегодня существующие такие устройства, так называемые дефлекторы излучения. То есть первая задача – это вот создать очень оптимальные малых размеров дефлекторы
И они могут оказаться очень дешевыми по сравнению с теми, которые существуют на сегодняшний день. Для того, чтобы что с ними делать? Управлять лазерным излучением. Представьте себе, вы можете лазерный луч водить по горизонтали и по вертикали, таким образом получить телевизионный растер. То есть на любой стенке вы можете создать проектор 3 цветов. Тогда можно просто делать Неужели проект. это интересно может быть только индустрия развлечений? Как бы Это проекторы для любых систем. Ну и потом лазерным излучением, управлять лазерным излучением, это информационные системы. Представьте себе компьютер, в котором информация передается с помощью световых лучей, и нужно этим лучом управлять уже на плате компьютера, на материнской плате. То есть применений масса. Одно из применений можно не просто объекты прятать, а можно изменять форму объектов. Из танка сделать оленя или наоборот. Ну, это мы опять приходим Это к что-то из области Гарри фантастики Поттеру. уже. Гарри Поттеру. Кстати, какое отношение у вас к этой книжке? И попытки всегда сравнивать вас с Поттерианой, ваши изобретения. Гарри Поттер, мне нравится эта сказка, я с удовольствием смотрел ее. А в детстве мечтали что-нибудь эдакое изобрести? Я любил фантастику, перечитал практически всю энциклопедию. Любил Стругацких, Станислава Лема. И вот, в частности, одна из задач, поставленная Артуром Кларка, «Лестница в небо». Наш институт занимается этой проблемой. Сейчас, когда появилась возможность создавать углеродные нанотрубки, из них делать волокна очень легкие, в 10 раз легче, чем сталь, и в 100 раз прочнее, чем сталь, то можно сделать троса, которые будут поднимать лифты на геоцентрическую орбиту, где можно расположить человечество, которое не будет помещаться уже на Земле. То есть вот такие задачи. То есть фантастика влияла вот на ученого, как бы, и вообще насколько влияет вот это вот все фантазии на то, чтобы потом это воплощалось в жизнь? Как бы? Они очень, я скажу, что взаимосвязаны, что фантастика приходит из науки, а наука питается частично фантастикой. Иногда писателю в голову могут прийти более бредовые идеи, которые можно перенять и попробовать. А можно ли сделать действительно такое? Очень многие изобретения изначально делаются в мирных целях, да, придумываются в мирных целях. Однако потом человечество, возможно, искажает изначальные планы изобретателей. Вот, предположим, если ваши изобретения в дальнейшем в военно-промышленном комплексе будут использоваться, как бы вы к этому могли отнестись? К сожалению, это так. Финансирование от военных всегда больше, чем от мирных фондов. Мы очень уважаем, допустим, NSF, National Science Foundation. Но финансирование, которое приходит от военных, оно в десятки раз Предложения больше. уже были? Предложений, да, много. У нас есть проекты, мы работаем. Конечно, мы, ученые, призадумываются, что лучше найти мирные цели применения, лучше увести как бы военных в другую область, более мирных приложений. В Разве возможно военных увести в область мирных приложений? Я думаю, возможно, так называемую можно применять не смертельный исход, а шоковую какую-то терапию. И военные действительно чаще склоняются, что можно не убивать людей, а привести их в бездействие частично. То есть это вот вы же не компромиссы. сразу попали в Соединенные Штаты Америки как ученый, да? У вас был путь в Соединенные Штаты, и вы из Узбекистана, после уже защиты всех научных степеней, которые были возможны, вы попали, первое, это в Пакистане, да, работали? В Корее. Недолго. Недолго. Совершенно в Пакистане. Потом 4 года в Корее, Южной Корее. Меня пригласили. Эти страны, их же интересует, наверное, чисто в военных целях, да, как бы вот наука? Не совсем. Значит, в Пакистане был построен новый университет. И нас пригласили, чтобы мы создали новые направления для их будущих аспирантов. И мы создавали новые лаборатории. Очень красивый Абдул-Хакисхан университет в горах. И мы создали несколько направлений. И, насколько я знаю, очень успешно. Сейчас продолжают аспиранты работать над этими темами. Университет в горах как-то
обычно... Это красивейшее место в Пакистане, водохранилище, 80 километров севернее Исламабада. Там находится университет, это private, частный университет. И довольно большой по тем временам. Ну, конечно, финансировался одним из вождей военных. Потом я 4 года провел в LG Electronics, институт нанотехнологий. Они пригласили меня как специалиста в области электрохромных дисплеев. Я разрабатывал так называемые электрохромные дисплеи. На сегодняшний день эти дисплеи они еще не коммерциализовались, да, пока много проблем. Это дисплеи, которые имеют память. Вот представьте себе, вы выключаете экран телевизора, изображение исчезает. А на этом дисплее изображение будет сохраняться сколь угодно долго. То есть можно сделать дома в интерьере, представьте, картина у вас висит, Рембрандта. Вам надоело через месяц. Вы нажимаете кнопку, другая картина появилась. А в промежутках между переключениями она не потребляет энергии. То есть очень эффективно. Вот такие дисплеи я разрабатывал для LG Electronics. И распрощались с LG, и тогда попали в Даллас. Да, 4 года. LG прекрасное место, Корея мне нравится. Народ замечательный, очень трудолюбивый. Но это настолько восточная культура, далекая от нас, что ужиться там тяжело вот с нашим менталитетом. Далекая от вас как крымского татарина, либо уже американца? Нет, на тот момент еще, наверное, и постсоветского узбека, гражданина, на тот момент еще узбека, даже Узбекистан восточная страна, Корея настолько восточная, что даже трудно понять. В чем это проявляется? Отношения людей. Даже трудно понять, вот много существует иерархии отношений. Конечно, почитание старших, мы это понимаем, и мы тоже это культивируем, но у корейцев отношение к женщине другое. То есть даже в Узбекистане женщина имеет больше прав. Это очень патриархальное общество, правильно? Да, патриархальное, остатки феодализма. Они как бы, ну так же, как и Средняя Азия, она перескочила из феодализма сразу в капитализм. Поэтому трудно понять. Я понимал, что я не смогу там жить. И как раз в это время очень красивое предложение пришло из Далласа. У них был проект как раз по моей специальности, они пригласили. Я поехал на 1 год в начале, но потом мне понравилось, я остался. Это был изначально не этот проект, не с этими углеводородными нанотрубками. Углеродными нанотрубками, но полимерные композиты для солнечных элементов. Такой был проект, и им нужно было определить тепловые свойства этих нанокомпозитов. Специалистов в этой области мало, и вот я попал таким образом. И вот как я вас до эфира спросил, стали ли вы американцем за эти 10 лет? Видимо, я довольно поздно попал в Америку, и американцев, я смотрю на американцев все еще со стороны. Хотя мне многое нравится в культуре, это очень... даже любые народности, которые давно живут там, довольно высокой культуры, и много чему есть поучиться у американцев, их терпению выслушивать друг друга. Ну, вообще, культура на очень высоком уровне. И я думаю, это действительно передовая страна не только в области технологий, экономики, финансов, в плане культуры. Я бы не сказал, к примеру, фэшн, одежда, мода, она приходит и в Америку из Европы. Но в плане общения людей, где никогда не вспомнят, в смысле, не упрекнут национальности, и вообще упоминать национальность, это как бы табу, нельзя об этом говорить. Имеете в виду этнику, да? Вот Да. Один историк как-то сказал, что я хотел написать историю эмигрантов США, потом понял, что эмигранты США – это и есть история американская. Да. То есть это Все какая-то эмигранты. квинтэссенция мировых культур, да, которые стеклись и вот в одной точке Да, и создали. удивительно, вот какую политику они этническую ведут, что они хотят, чтобы все народности представляли Америку. А можно я вас упрекну? У вас была пресс-конференция с КХ по скайпу. Ну, это не мой упрек, это скорее я его пользуюсь этим упреком. Когда вас спросили, какой вы ученый, вы сказали, я узбекский ученый. И все ожидали, что вы скажете крымско-татарский ученый, чтобы так гордиться таким выдающимся крымским татарином. Почему так получилось? Поскольку
не было у крымско-татарской науки, я скажу, нет. Поскольку не было ни академии у крымских татар. Ну, как системное явление нет, однако до есть такие войны. ученые, как вы. Как ученые, ну, я же вырос все-таки в Узбекской академии, я благодарен ей. То есть вы это не определяете как советский ученый, давай называйте это как узбекский ученый. Советский. Советский Вы правы. Это советские ученые, меня обучали бесплатно в Советском Союзе. И я хочу как-то вернуть это, вот хотя бы тем, что я читаю сейчас лекции, к примеру, да, для российских университетов по скайпу. Это бесплатно. Для каких университетов вы читаете? Ленинградский университет. Ну вот последняя лекция была, параллельно было соединено институт ЙОФФе, Ленинградский университет и еще какой-то новый А в университет, крымских я не вузах помню. лекции читать были у вас планы? Предложение. Нет такой программы. Россияне создали специальную программу, где ученые всего мира читают какие-то лекции по передовым направлениям. А вы выходец, можно сказать, даже из украинской, можно, науки. Вы в Харькове заканчивали вуз свой, да? Да, я закончил Харьковский институт радиоэлектроники. И в Украине тоже нет предложений, да, читать? Нет, да, я не слышал о таких программах украинских. Но ваши коллеги хоть в Украине знают о вас? Потому что почему-то Украина о вас не говорит. Знают. И, ну, с кем я знаком, они в первые же дни, когда мое изобретение было опубликовано, они позвонили и говорили об этом. Мечтаете получить Нобеля? Нет, это, я думаю, это далеко от реального изобретения какого-то явления нового. Поскольку материал... Это можно было предсказать, то, что я сделал, можно было предсказать. То есть нового явления здесь, и которое... Ведь по определению на Нобелевскую выдвигают работы, которые... Закладывают основу? Какие-то Новые новые, направления. определяют новые физические явления, и которые далее приводят к, помогают человечеству. Эти изобретения, которые уже нашли какое-то приложение, которое помогает человечеству. Вот чего нельзя, конечно, сказать о последнем, предпоследних нобелевских лауреатах, к примеру, графин. Но они подвели такую мощную физическую базу под это явление, что они заслуживают, конечно, Нобелевской премии. Но это еще не привело к каким-то реальным результатам. Но это сильно толкнуло всю физику вперед. Какие изобретения или открытия вас самого поразили, то есть как бы впечатлили вот, в мировом масштабе? Вот то, о чем я сказал, извините. То, что я сказал, графин. В 2010 году Двое ученых из Штатов, да, по-моему? Константин русского происхождения, Константин Новоселов и Гейм, они получили Нобелевскую премию за за определение неких направлений в исследовании двухмерных структур, в частности графина. Это абсолютно двухмерная среда, в которой они показали, что могут быть релятивистские скорости электронов, огромная мобильность. И вот на последнем МРС, буквально 2 года прошло, МРС в Сан-Франциско, я посчитал, около 5 секций представляли уже приложение этого графина для транзисторов, диодов, для электроники. Уже в практическом применении. Причем из представляющих 50% было это компаний. Те же Samsung, Intel. Это компании уже, это так быстро все развивается. И, конечно, это заслуга Новоселова и Гейма. Сейчас все со страхом ждут так называемого конца света. Это 21 декабря 2012 года, это 21-12-2012, да, магия Все? цифр в этом. Все со страхом? Многие, очень многие. Считается, что выстроится парад планет, и Земля, как бы как шарик, она перевернется и Вот я поменяется смеюсь полюса. над этим. Вы как ученый верите в подобную версию? Возможно Нет, ли конечно, это? нет. Я верю вот тем астрономам, тем баллистикам, которые считают все, пересчитывают. Известно, что ничего такого не будет. Это... Ну, кто-то в религиозных средах хочет какой-то сенсации, хотят как бы удивлять чем-то, ведь конец света не раз уже предполагался в 2001 году.
так далее. Но он переносится все дальше и дальше. То есть в этот раз у нас есть шанс отложить его на неопределенный срок. Отложить, да. И я думаю, что... Я верю вот в научные прогнозы. А какие научные прогнозы? Именно конкретно вы верите? Что ждет землян, предположим, в ближайшие 10-20 лет в физическом плане? Вы видите, как быстро развивается наука за последние 10 лет. Вот мы даже не предполагали, что мобильные телефоны, что родители с детьми уже в детском садике могут говорить и общаться, контролировать. Можно контролировать любые объекты. Через спутник? Через угодно. спутник, GPS существуют всевозможные. Наука настолько быстро развивается, что предсказывать, ну, с одной стороны, неблагодарное дело, с другой стороны, и трудно при таком бурном развитии. Но вот что сейчас делается в генной инженерии совместно с нанотехнологиями, это может привести к тому, что через лет, ну, не 10, а 20, физический облик человека может измениться, ведь каждый захочет быть красивым, рослым, с голубыми, а может быть, черными глазами, ну, брюнетом или блондином. Этим можно будет То есть управлять. это еще все будет вот на уровне эмбриона, да? То есть закладка? Да, в эмбрион вы буквально можете То есть один не ген после того, как изменить, человек что уже, мышцы да? станут больше, глаза. То есть это вот ближайшее будущее нас Эйнштейн ждет. предсказывал квантовую телепортацию. Это возможно, как вы считаете? Ну, квантовая телепортация как раз-таки, по-моему, и есть, существует уже. Ну, значит, я не знаю, раз вы Да, сказали, да. что ты поведаешь. Значит, есть теоретические предпосылки к этому, и есть некие эксперименты с передачей информации, ну, с телепортацией, если хотите, на большие расстояния уже. В частности, вот работа швейцарцев, когда они показали, что можно спин электрона, к примеру, передать на большие расстояния и манипулировать им. То есть спин находится за 19 километров от этого места, и можно манипулировать. Это вот некие начальные работы для телепортации. И я думаю, возможно воссоздавать где-то образ, но не телепортировать материю. То есть физическое тело невозможно, да? Пока на сегодняшний день это так. Но вот эта квантовая механика, о которой я говорил со спином, она говорит о том, что на сегодняшний день на уровне квантовой механики можно разделить объекты так, что передать частично объект на большое расстояние. Но пока это на уровне фотонов и электронов. Можно такой вопрос, который уже более грустный, наверное. У нас был в эфире ректор КИПУ Февзий Кубов, который нам, к сожалению, после эфира сказал, что он не знает, что будет дальше с наукой вот, в этой стране, потому что на уровне средней школы исчезла и разрушена математика и физика. Наверное, это проблема не только для Украины, для всего постсоветского пространства. Мне хуже известно, что в России. Как вы думаете, вот из-за этого разрушения на уровне средней школы такие ученые, как вы, это вот остатки советской цивилизации, которые выдали, и дальше мы не будем получать вот такие же блестящие результаты вот как бы на человеческом уровне, таких же блестящих там, изобретателей, физиков, математиков, химиков, или это все восстановимо? Либо гении рождаются в любые времена. Я думаю, ну, я не владею этой информацией о том, что сколько математику, физику там на Олимпиадах выигрывают. И если Февзий Якубович говорит, я ему верю, у него, видимо, достоверная информация. Это не только, да, проблема Крыма, Украины или России. Америка на сегодняшний день примерно занимает по олимпиадам школьников по математике примерно 35 место. Далеко позади китайцев и японцев. Сегодня бурными темпами развиваются восточные страны. И на Олимпиадах нет места там другим народностям. Ни европейцам, ни американцам. Ни Азиаты, европейцам, да, ни американцам, да. Тем монополия более россияне, азиатская. которые когда-то были в передовых, тоже существенно отстали. Эта проблема существует. И что с этим делать? Вот у нас в университете создана специальная программа, когда мы, к примеру, летом этих школьников приглашаем в университет и создали курсы по физике, по математике
более углубленных задач. Летом детям все равно нечем заниматься. Пионерских лагерей там нет. Есть кемпинги всевозможные. Ну, вот такое же устраивают, например, в университете. При этом профессора, даже не школьные учителя, а профессора, им преподносят некие более углубленные курсы физики, математики. Вот такой курс. Наш институт, это институт нанотехнологий при университете, мы создали свою программу, называется «Nano-Explorer». Поскольку нанотехнологии бурно развиваются, школьники все хотят что-нибудь пощупать руками на уровне нанотехнологий, что-то сделать. И мы вот обязываемся летом 2 месяца работать с этими школьниками. Пробона, Мы да? как вот наставники, ментор по-английски, мы являемся менторами для этих школьников. Каждый профессор берет хотя бы 2 школьников, это 10-11 классы, 12 класс. И мы какие-нибудь вот на уровне, что они действительно могут сделать. А что они могут сделать? Что делают школьники? Мы ставим задачи им. К примеру, вот с тем, что я работаю, это углеродные нанотрубки, допустим, пленки. Можно ли сделать систему, как, к примеру, там самолет летающий, используя вот явление, допустим, как дирижабль. Нагрев электрическим током, он взлетает, переносится. Школьникам это интересно, робототехника всевозможная. То есть вот такие программы полезны. И у нас есть вопрос из Фейсбука. Когда ткань-невидимка поступит в массовую продажу? Кстати, этот вопрос не только из Фейсбука, на всех конференциях, где я бываю, подходят люди, можно ли у вас купить. Нет, мы занимаемся наукой, мы не продаем. Это наше новшество. Мы коллаборируем. Мы передаем бесплатно многим нашим коллабораторам по всему миру. Производителей такой пленки всего 2 в мире. Это Нинкай университет в Китае и наш университет вот, в Америке. Но это же не производство, да? Или это вот именно производство? Либо это на У основе нас патента. технологическая группа, примерно 7-8 реакторов, где непрерывно идет совершенствование. Мы не занимаемся производством. Мы совершенствуем, нам нужны более прочные, более прозрачные, с большей электронной проводимостью, с большей тепловой проводимостью. В частности, меня интересуют больше тепловые свойства передачи. Я хотел бы на основе вот таких пленок создать так называемые демон Максвелла, или это тепловой диод. Ваша младшая дочь увлекается астрономией и космологией, насколько мне известно. Вы с ней Да. часто разговариваете о Вселенной, она бесконечна. Верите ли вы в то, что человеческая цивилизация, предположим, не едина, что есть еще другие цивилизации? Да, в это в последнее время я стал больше верить, что мы одно время думал, что мы одинокие, человечество. Но оказалось, что вокруг, рядом существует множество солнечных систем с очень подобными планетами. И почему бы там не зародиться где-то из миллиарда звезд? Наверняка где-то сложатся условия похожие. Но проблема в том, что, и допустим, что они более разумные, чем мы, они давно возникли. И у них все эти технологии далеко ушли вперед. То есть это наноцивилизации. Нет. Нет, Да, это да. реальные цивилизации большие, но проблема ограничения, как говорил Высоцкий, гнусная теория Эйнштейна, которая запрещает передачу информации большей скорости света. Поэтому мы обречены тем, что мы никогда с ними не сможем обмениваться информацией. Ну, вот Барбара Марсиняк, писатель американская, которая выдала свою трилогию, знакомы ли вы с ней? Она говорила о дружественной цивилизации плеядинцев, которые выходят через контактеров, то есть она прописывает эту информацию, что они вот подсказывают нам, как дальше быть и жить. То есть Частично человеческое управляют нами. сознание, это не контакт в физическом плане, да? Это другого рода контакт. Любая информация не может передаваться больше, чем скорость света. То есть любую информацию нельзя передать. То есть есть ограничения на это. Поэтому цивилизация, которая существует от нас на расстоянии всего 1 миллион световых лет, мы не можем. Мы пошлем сигнал, через 1 миллион лет они получат, через другой 1 миллион. Такая информация бесполезна абсолютно. Еще один вопрос из Фейсбука. В чем секрет успешности системы высшего образования в США? Сравним ли уровень
требований кандидатской диссертации, советский и постсоветский период, и PhD в физике там и здесь. Вот как бы. Так, первая часть. В чем успешность системы высшего образования? И Я сравнимы думаю, ли эти... В советское время сложилась сильно хорошая система образования. И PhD советские, они были на уровне. И поэтому ученые котируются за рубежом, советские ученые все практически с PhD, не обязательно даже докторскую защищать. Конечно, сейчас вся эта система развалилась, но американские университеты дают немножко больше, поскольку страна богаче, у них больше технологий, у них больше наглядных пособий, тех же лабораторных, чем во всех наших университетах, которые я видел И у здесь. них больше бизнеса, которому нужна наука, да? Ну, конечно, и спрос на работу у них больше, бизнеса больше. Да, спрос. Спрос определяет предложение. Много работаете. Эдисон работал по 16-19 часов. Как много времени вы уделяете работе? Я думаю, что не как Эдисон 16, я думаю, часов 12 я работаю, часов 12. Как отдыхаете? Мы любим с супругой симфонический оркестр. Даллас славится своим симфоническим оркестром. Мы практически, ну, если не каждую неделю, то через неделю посещаем симфонический оркестр. Любим спорт. Все вместе выходим на стадион. Это каждую неделю. Я играю в футбол с группой, которая хорошая команда налажена. Еженедельно с ними. Все мы увлекаемся музыкой. Ну, это даже не хобби, а просто вот... И последнее, у нас уже режиссер говорит, что у нас очень мало времени. Но два последних вопроса. Ваше отношение к религии? Вот. Это первое. Вопрос сложный, да. Я уважаю выбор верующих людей, но сам не пришел к Богу. То, чем я занимаюсь, вот, научные исследования, они как бы не нуждаются в этой гипотезе о Боге. А наоборот, они, если все создано Богом, то не нужно ничего исследовать. И если из Гарри Поттера, позвольте, вы Гарри Поттер, Оливандер или Дамблдор? Вот кем вы себя больше ощущаете? Я не помню. Оливандер — это у которого волшебные палочки делал, то есть Дамблдор все-таки наставник. Скорее всего, да, тот, кто делает какие-то устройства для скрытия. Я не помню название имен. Все, спасибо вам. На самом Спасибо деле, вам, что мы пригласили. могли бы говорить часами и делать вид, Да. что понимаем, а некоторые вещи, наверное, надо было бы разбирать и вспоминать курс хотя бы школьной физики. Ждем вас еще раз на нашем телеканале и в Крыму. И можно еще последний вопрос? Вообще с Крымом что-то связываете в дальнейшем? Ну, как-то, или вы уже все-таки американец? Я думаю, что я вернусь в Крым. Жду, когда здесь будут позитивные изменения, когда наш крымский татар будет значительно больше здесь. Уже заказал своему зятю, чтобы он купил мне овец, и я буду пасти их на побережье. Но вы можете повлиять на этот процесс, например, своим возвращением сюда. Это был Али Алиев, профессор Техасского университета в Далласе, человек, который изобрел так называемую ткань-невидимку, который чувствует себя Оливандером, тем самым изобретателем из Гарри Поттера, создающим всякие волшебные вещи. Спасибо вам, до следующей среды. Корушкенджи.